Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Медики Якутии в первую очередь оказывают помощь демобилизованным участникам специальной военной операции. На сегодня в военных госпиталях оказана помощь более 1500 военнослужащим, в том числе и из Якутии. Также с ноября 2022 года организуются выезды якутских врачей в военные госпитали. Какой помощь еще организуют медики республики, об этом и не только расскажет гость студии Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства республики Саха-Якутия. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать вот с чего. Кроме медицинской помощи нашим солдатам требуется еще и психологическая помощь. Как сегодня организована психологическая помощь участникам специальной военной операции? Необходимо обратить внимание на то, что с марта месяца 2022 года в республике по поручению главы республики Асена Сергеевича Николаева был определен комплекс мер, направленных на реабилитацию, на оказание медицинской, психологической помощи, социальной помощи как семьям, так и участникам специальной военной операции. И если в марте-феврале мы в основном работали с контрактниками и семьями добровольцев, то уже после объявления мобилизации у нас расширился значительно круг тех лиц, которым отказывается государственная поддержка. Тыл должен быть надежный. Это основное правило, которое определил глава республики для наших органов государственной власти, которые в это включены. Одним из самых первых в эту работу подключились наши психологические службы. Уже ни для кого не секрет, что основным ядром в этой работе выступил Центр социально-психологической поддержки молодежи при Министерстве молодежи республики. Именно оттуда у нас началась психологическая поддержка матерей совместно с движением «Жены матерей». И, соответственно, там впервые начали работать с ребятами, участниками специальной военной операции. Соответственно, вначале достаточно действительно было сложно, во-первых, потому что подбирались программы, затем наши коллеги-психологи прошли соответствующее переобучение, и уже сегодня на российских площадках мы говорим об уверенной, четкой позиции и работе, которую делают для мобилизованных членов их семей, участников специальной военной операции. А для нас, конечно, самое главное и важное – это то, что мы имеем обратную связь и, конечно, те слова благодарности, которые сегодня нам говорят как члены семей, так и сами мобилизованные. Необходимо обратить внимание, что Центр помимо самой помощи еще и оценивает социальное самочувствие сегодня тех ребят, которые приходят. На последнем выездном совещании в городе Москва вместе с Федеральным медико-биологическим агентством сегодня они рассматривают уже варианты о том, каково должно быть психоэмоциональное состояние нас, тех, кто встречает ребят, которые вернулись из специальной военной операции. И начнем мы работу с психологической поддержки и помощи работодателям, которые будут принимать участников специальной военной операции на работу. Работа продолжается. Ольга Валерьевна, безусловно, соглашусь, что самое важное здесь это отзывы именно участников СВО и членов их семей. Я предлагаю поговорить немножко о COVID-19. Ситуация хоть и стабилизировалась у нас, вирус сам никуда не делся. Какая работа сегодня ведется с COVID-19? К сожалению, я не разделяю вашего оптимизма. Стабилизация обстановки относительно ковида. А проблема в том, что на настоящий момент в западных странах и уже ситуация прикатывает и к Российской Федерации. Опять пошли определенного рода новые мутации коронавируса. А наши учреждения здравоохранения готовы к тому, чтобы их воспринять, как и по всем остальным этапам развития ковида. Якутия опять находится выше среднего по России по развитию ковида, поэтому на настоящий момент введены санитарные режимы в учреждениях здравоохранения и социальных режимах и социальных учреждениях. Вновь у нас опять вернулись для работников в обязательном порядке маски. И для граждан республики при симптомах ОРВИ предупреждаем, что вновь будем проверять на новую коронавирусную инфекцию. Это вот в связи с теми штаммами, которые... Да, в связи с теми штаммами, которые появились на Западе. Вы знаете, что я не эпидемиолог, и поэтому никогда название штаммов называть не буду. И у нас сегодня новая мутация, соответственно, мы готовы ее отражать. Уже много лет в поликлиниках проводится диспансеризация населения. Каков охват населения ежегодно, какие меры по итогам годовой диспансеризации принимаются? Необходимо не забывать о том, что диспансеризация для граждан, которые возраста 18-36 лет, проходит один раз в 3 года, для тех, кто старше 40 лет, проходит ежегодно. Естественно, наши поликлиники всегда справлялись. Диспансеризация проходит сегодня не только в поликлиниках, но мы выехали на улицы и, соответственно, заходим в учреждения,
есть выездные у нас формы именно в учреждениях, но главное, что мы вышли на улицы. В Якутии продолжается проект, который называется «Добрый вечер, доктор». Тогда, когда очень многие могут видеть о том, что придя с работы, можно просто зайти и пройти диспансеризацию на наших выездных пунктах. И буквально вчера глава республики на совещании дал поручение распространить эту акцию на всю республику. О чем это говорит? Это говорит о том, что для гражданина, живущего в городе Якутске, в деревне, в селе, в наследии, в поселке, медицинская помощь доступнее. Становится доступнее, ближе, это самое главное. Заботиться о здоровье необходимо, это важно. И у нас сегодня мы пока еще не в лидерах в России по диспансеризации, у нас все впереди, но уже охват порядка 40% населения есть. А что сегодня входит в диспансеризацию? Поменялся ли перечень как-то? Перечень не поменялся непосредственно, просто-напросто у нас увеличилось количество оборудования, по которому мы можем смотреть более широкий спектр. И поэтому, если ранее при диспансеризации мы могли лишь только смотреть основные симптомы, например, по крови, то сегодня уже те лаборатории, которые появились за последние 5 лет, они уже даже по крови определяют более широкий спектр возможных прогнозируемых заболеваний человека, что нам позволяет их профилактировать ранее. Ольга Валерьевна, предлагаю затронуть тему нацпроекта здравоохранения. Какие объекты в этом году будут введены конкретно по нацпроекту? Вообще я хочу сказать, что в этом году национальный проект здравоохранения является, наверное, самым плодовитым с точки зрения вводимых объектов именно центральных районных больниц. Прежде всего, по национальному проекту здравоохранения у нас в этом году должен быть введен онкоклинический центр. Вчера буквально я была на выезде, смотрела его готовность. Сейчас уже идет поставка и монтировка оборудования, современного оборудования, самого лучшего. По-другому у нас и не могло быть, потому что только таким образом мы можем бороться с этим заболеванием, профилактировать его. Да? Потому что в любом случае онкология является вторым по источникам и причинам смерти среди населения. Для нас это очень плохая, в общем-то, такая страшная проблема. Она затрагивает очень многие семьи. Поэтому чем быстрее мы его введем, мы быстрее сможем начинать помогать. Эффект будет, наверное, такой же, как и от введения кардиологического диспансера, потому что мы видим, что смертность от БСК, от болезни сердечно-сосудистых у нас действительно значительно снизилась. Мы быстрее просто успеваем это делать. Я думаю, что введение онкологии даст такой же результат. В этом году мы уже ввели, в Вилюйске центральную районную больницу. Вы знаете, ее ждали, люди даже перестали считать, сколько времени они ее ждали. Там больше 20-25 лет. Да? Вопрос ставился, и вот он был решен как раз в последние 4 года. И по нацпроекту здравоохранения мы открыли двери. При этом это одна из современных, это такой, знаете, цифровой госпиталь, да, пациент получает непосредственно на входе житель города Вилюйска, Вилюйского района, и по обслуживанию, по травматологии она обслуживает весь Вилюйский куст, получает непосредственно браслет, и по браслету отслеживается даже время его получения анализов. А у нас сразу это все мы видим в общей системе, которая сегодня просматривается по республике. Следующая больница, которую уже в Вилюйске мы забили и вторую, новую сваю, для второй очереди больницы. Там будет размещаться все, что осталось в деревянных условиях в Вилюйске. В этом году, сейчас мы в начале сентября должны ввести Татинскую центральную районную больницу. Эту больницу тоже достаточно давно ждали. А это, наверное, самая удобная для жителей будет больница, потому что действительно, да, это трехэтажное здание, но все, что необходимо людям, которые маломобильные, старикам и так далее, все расположено, и мамам с детьми, все расположено на первом этаже. Это прям было пожелание татинцев, которое мы в обязательном порядке учли. Это больница в Чурапчем. Я думаю, что мы ее до конца года введем, безусловно. И, конечно же, я думаю, что нашей гордостью будет Момская центральная районная больница. Почему? Потому что это вызов для нас начать строить больницы на северах, потому что, во-первых, это дорогое строительство, это сложные технологические процессы. Но северяне, они достойны этого, и, конечно же, они должны получать уже квалифицированную медицинскую помощь. И в начале года мы откроем Усть-Майскую больницу. И вот сейчас, в сентябре, закончились, у нас вышли из экспертизы практически проекты новых наших этапов реализации нацпроекта здравоохранения. Это АМГА, тоже там забиваем свою. И, вы знаете, комплексом, гордостью будет являться Намский улус. Почему? Потому что помимо дома
интерната престарелых, которых подрядчик построил быстрее срока. Значит, да, в целом это будет комплекс, мы сразу будем забивать сваю для того, чтобы рядом была и больница. Мгм. Ну и самое главное, все эти больницы, они же цифровизованы, и Да, цифровизация вы здравоохранения знаете, идет. цифровизация здравоохранения, ну мы действительно сегодня в пятерке лидеров, мы говорим об этом очень скромно, что нам это позволяет. Сегодня, где бы вы ни находились, если есть интернет, вы заходите, как бы доктор с вашего согласия заходит непосредственно в вашу карточку и видит, когда последний раз вы были у доктора и какие у вас были анализы. Ну и в завершении предлагаю затронуть тему волонтерства. С 2022 года начала свою работу всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». Это акция по оказанию гуманитарной помощи участникам СВО. Какая работа проводится волонтерами сегодня? Волонтерское движение «Мы вместе», оно зародилось тогда, когда у нас была ковидная ситуация. Уже тогда непосредственно те основы волонтерские, которые всегда была сильна республика, они получили более организованную форму само по себе. Мы вошли в общероссийские движения. Мы не можем существовать волонтерами как-то отдельно. Да? Это общероссийское движение. Вы знаете, что его очень сильно поддерживает и президент страны Владимир Владимирович Путин. И поэтому сейчас уже в это движение влились не только молодежь, да, как бы не только там, значит, были там серебряные волонтеры. Сейчас уже большое количество людей вливается в это движение, потому что сегодня участникам специальной военной операции необходима не просто весточка из дома, да, но и необходима определенного рода помощь, которая не входит, возможно, в стандарты Минобороны. Да. Это и различного рода сетки, которые плетут наши женщины, и это и специальные подсумки, которые шьются, да, ну и это, знаете, элементарные даже для того, чтобы ноги не мерзли, наши родные хорошие стельки или рукавицы. Хотя мы понимаем прекрасно, что в армии этого сегодня достаточно, но тепло наших женщин, рук наших женщин, жен, матерей, просто обычных якутян, даже дети помогают, да, в данном вопросе. Это очень ценно, и я думаю, что поддержка этого движения главой Республики Саха-Якутия для них тоже является своего рода стимулом. Ольга Валерьевна, могу с вами только согласиться. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Ну и напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч!